Кровавое побоище на Майтобе стало последней битвой Кенесары-хана. Сегодня в выпуске мы с вами поговорим о том, что стало с киргизскими манапами, которые убили Кенесары-хана. Сокрушительное поражение, нанесенное Кенесары-хану в этой схватке, положило конец его действиям. Тысячи погибших воинов, а сколько казахских сарбазов попало в плен. Помимо политических и других нюансов, его поражение было ускорено предательским, трусливым бегством ночью перед самой битвой части сарбазов его недавних союзников. Одним из таких нюансов было то, что Ормон-хан через своих тайных посланников убедил казахских батыров Сыпатая Алибекова и Рустема Абулфаизова по прозвищу Тентек-Туре в бесчеловечности, истребление друг друга двумя народами-братьями, едиными по вере и духу. После уговоров посланника Ормон-хана, оба они в решающей битве оставили своего предводителя одного без поддержки, и в последней битве, не выдержав решительного натиска киргизов, сарбазы Кенесары были разгромлены и в панике беспорядочно бежали. Часть спаслась бегством. Сам Кенесары и его брат Наурызбай, Кудайменде, а также 10 султанов попали в плен. Разгром натиска Кенесары и пленение его принесло огромную радость непримиримым его врагам России и Коканду. А киргизы праздновали победу, рассылая гонцов во все свои аилы. Чтобы продлить мучения попавшего в плен Кенесары, киргизы таскали его по своим аилам, совершая над ним издевательства. Сначала казнили рядовых султанов, которых живыми варили в котле. Потом остальных разрубали на мелкие кусочки и раскидали. Так они мстили казахам за погибших своих родных. Затем Кенесары предали самой позорной и мучительной смерти. Сначала киргизские женщины потрошили его тело, как барана. Казнили Кенесары в ауле Жамбы. По одной версии, голову хана отрубил Калигул Алибеков, а по другой – брат погибших в 1846 году Ормонбека и Султанбека Тайсары. А по данным киргизского историка Кенесариева, голову Кенесары отсек Кужабек Таштамбетов. Архивные источники указывают на Бия-Чижим. Как бы то ни было, палач привычной рукой длинным ножом одним взмахом руки распорол хану живот. Тем временем в губернскую канцелярию поступает информация о резком ухудшении взаимоотношений семиреченских казахов с киргизскими родами, манапами и биями, которые обвиняются в смерти Кенесары. Проявлением этого явилось пленение казахами киргизского батыра Торегельды. Семиреченские казахи, оправившись от тяжелых последствий последней битвы в урочище Майтобе, опираясь на поддержку кипчаков, предъявили иск киргизским манапам, требуя возмещения куна за смерть Кенесары. Выплату решительно и грозно требовал Саурык-батыр. Саурык объявил, что Торегельде будет в плену до тех пор, пока киргизы за смерть Кенесары не заплатят иск, соответствующий ханскому достоинству. Но как бы там ни старались киргизы, не смогли освободить Торегельде из плена. Но, к великому сожалению, выхода из положения подсказали султан Рустем Абулфаизов и Сыпатай Батыр, предложив киргизам обратиться к русским, как посредникам, и отвести голову Кенесары в Омск. Затем убедить их в необходимости освобождения Торегельде из плена. Совет был своевременным. Киргизы так и поступили. Калыгул Алибеков, которому манап Жантай уступил голову Кенесары, а тот, в свою очередь, доставив череп Кенесары в Омск, вручает его генерал-губернатору. Царская администрация высоко оценила заслуги тех, кто участвовал в убийстве Кенесары. Ормон-хан, Калигул, Жантай с киргизской стороны и Сыпатай и Рустем с казахской стороны были щедро награждены сибирскими властями. Они получили медали и деньги.
Между тем, распри между киргизами и казахами после смерти хана Кенесары еще более усилились. Потери несли все роды, а борьба за власть и за пастбищные земли разгоралась с большей силой. Летом 1855 года сторонники Урмон-хана схватились с отрядом бугинцев в местности Кутургу на северном берегу Иссык-Куля. В жестоком бою Урмон-хан был сбит с лошади и пленен. Лидер бугинцев Манап Буромбай сказал, что лучше бы ему не показывали Урмон-хана. Это означало, что он не против убийства. Тогда Балбай ударом копья смертельно ранил Урмон-хана. Раненого правителя перенесли в юрту, где он и умер. Также в междоусобице завершил свой путь и Джантай Карабеков. Последствия этих кровавых конфликтов видел оказавшийся в тех краях ученый-географ Семенов Тяньшанский. Это была кровавая эпоха, но было и что-то мистическое в гибели Урмана и Жантая, повинных в гибели Кенесары. Оба были пленены, убиты самым жестоким образом, и умерли они в руках своих детей.